Приветствую, друзья! Главной новостью сегодня стало заявление министра обороны Российской Федерации о том, что с города Херсона и с правобережной Украины войска будут выводить. И этот приказ уже отдал Шойгу. А это говорит о том, что никто из города Херсон не будет устраивать условно Сталинград и равнять его с землей и делать из него условно либо там второй Мариуполь, либо еще что-нибудь. И здесь мы будем наблюдать, как войска будут планомерно отходить на левый берег Днепра. Нет смысла говорить, насколько будут серьезные политические последствия данного решения. У меня по этому поводу цензурных слов просто нет. Но тем не менее, с учетом того, что там недавно был проведен референдум, и тот регион вместе с Херсоном был присоединен к Российской Федерации, то здесь, можно сказать, больше вопросов сейчас, нежели ответов. Судя по всему, отвод войск готовился достаточно давно, как минимум месяц. И здесь стоит отметить, что если просто отсекать различные теории заговора, то здесь, если условно после отхода войск с Херсона туда не зайдут вооруженные силы Зеленского и натовских стран, то тогда мы будем наблюдать, что из города и той области сделали условно демилитаризованную зону для того, чтобы сделать основу для различных там мирных переговоров типа Минск-3. Но это, знаете, очень плохой сценарий для Российской Федерации. Но тем не менее, вся эта история будет иметь свое продолжение в ближайшее время, когда мы просто будем наблюдать, либо там будут натовские войска в Херсоне, либо нет. В продолжение данной теории можно отметить вот такую новость со стороны украинского главного управления разведки, которая является прокладкой британской Ми-6 в Украине. И здесь они обозначили, что якобы скорого, знаете, получения контроля над Херсоном можно не ждать. Несмотря на то, что союзные войска продолжали держать рубежи обороны на тех позициях, где обозначены на карте, тем не менее мы видим, что решение российский Генштаб принял именно такое, и войска будут планомерно выводить с того региона. Сегодня с того региона также пришла информация о том, что погиб Кирилл Стремоусов. Якобы он попал в ДТП под Геническом. Я знал Кирилла лично, это был действительно идейный человек, революционер, социалист. Именно поэтому он присоединился к нашей социалистической партии Держава, которую Зеленский недавно запретил на территории НАТО, которая подконтрольная. И мы видим, конечно, что это очень серьезная потеря в принципе для Украины, для России, потому что Кирилл с первых дней все-таки выбрал сторону противостояния с нацизмом и сражался за родину и за свой родной Херсон. Выражаю наши самые искренние соболезнования родным и близким. У Кирилла осталось 5 детей и жена, и здесь, конечно, очень тяжело подобрать слова, потому что действительно для страны и для нас, для его друзей, это очень серьезная потеря. В память о Кирилле Стремоусове сегодня вечером на своем телеграм-канале я опубликую видео с нашего партийного съезда, где он выступал. В продолжение темы можно констатировать факт о том, что ни о каком наступлении на Одессе уже речь не идет в обозримом будущем, точно так же, как и дойти с российским войскам до Приднестровья. И здесь мы видим, что если все-таки американцам удастся раскачать Молдавию и все-таки устроить провокацию, то там группировка российских миротворцев в Приднестровье окажется в очень печальном положении и по сути в котле. Подобная ситуация прямо свидетельствует о том, что возврат Херсона под контроль Российской Федерации, как той территории, которая по Конституции Российской Федерации является частью России, регионом России, уже станет условно основой будущего более серьезного конфликта. Поэтому на ближайшие несколько лет о мире можно забыть в принципе, и это уже свершившийся факт. На этом фоне Минобороны Израиля сделала заявление о том, что они не предоставят натовской группировке войск в Украине свои системы ПВО, и об этом заявил их министр обороны. Давайте почитаем. Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу так называемую помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО, заявил Ганс. Такие заявления прямо намекают на то, что за действиями Зеленского и прокси-структур НАТО в Украине, естественно, стоит Североатлантический альянс со странами Большой Семерки. Это является самой грозной финансовой и военной силой в мире. И объективно это просто надо понимать, когда возмущаться по тому или иному поводу. А также стоит
просто не забывать о том, что сейчас мир, по сути, очень серьезно приближается к ядерному противостоянию. И процессы, которые мы сейчас наблюдаем, они могут быть прямо или косвенно завязаны именно на возможную будущую ядерную войну. Ведь ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты Америки и страны НАТО считают территорию Украины своей, и страну Украина тоже своей территорией. И поэтому мы видим вот такую вот беспрецедентную поддержку, технику, натовские войска на территории Украины, самые современные системы там ПВО и прочее. И все это, конечно, играет свою роль и, безусловно, ведет к серьезной эскалации вплоть до ядерной войны. И несмотря на то, что некоторые страны Евросоюза, которые также входят в НАТО, стараются все-таки блокировать и не участвовать в тех процессах, которые затеял мировой олигархат через свое военное крыло в виде НАТО, то это, по сути, мало на что влияет, потому что вот Венгрия заблокировала 18 миллиардов так называемых переводов Украине, которые через Евросоюз планировали выделить, но тем не менее мы видим уже, что дипломаты и официальные лица Евросоюза уже рассказывают о том, что они вместо этой программы запустят новую и выделят уже кредит от Евросоюза, только уже с другой стороны. Давайте почитаем. Решение по выделению денег Украине требует единогласной поддержки 27 правительств. Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что он не поддержит это решение. Теперь Еврокомиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты из имеющегося бюджета Евросоюза. Получается, что несмотря на то, что Венгрия блокирует все решения Евросоюза, которые должны приниматься коллегиально, мы видим уже, что сам Евросоюз уже просто берет и по альтернативной своей там программе просто продолжает выплачивать миллиарды кредитных средств в Украину, только уже лишь под другим названием, что прямо говорит о том, что механизм контроля и взаимодействия в Евросоюзе между членами еврозоны, он сейчас серьезно нарушен. И здесь мы видим, что от решения условно конкретной страны Евросоюза уже ничего не зависит прямо на практике. В Еврокомиссии озвучили детали плана финансирования Украины в 2023 году на 18 миллиардов евро. Украина будет получать в 2 раза меньше, чем запрашивала в обмен на реформы. И по этим реформам уровень жизни, безусловно, в Украине будет падать, потому что кредиты нужно чем-то отдавать, а понятно, отдавать их нечем. Именно поэтому украинский народ ждет полномасштабный геноцид внутри страны. Еврокомиссия создаст инструмент финансирования Украины под названием «Макрофинансовая помощь плюс». Это до 18 миллиардов евро суды на очень льготных долгосрочных условиях, которые будут выплачиваться регулярными платежами с 2023 года. Так что на таком примере мы четко видим, что не важно, что хотят отдельные члены еврозоны, важно, что хотят в Вашингтоне представители международного олигархата. Мы видим, что здесь они четко добиваются своей цели и заставляют еврозону платить туда, куда скажут. А в Америке тем временем на выборах побеждают республиканцы. И, понятное дело, все это под аккомпанемент различных там рассказов про фальсификации и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что несмотря на особенности американского избирательного законодательства, которое предполагает обман избирателей, все-таки на выборах большинство все-таки уже за республиканцами. И это, конечно, очень серьезно будет отражаться на внутриполитической борьбе в Америке. Также мы видим, что против Кирилла Шевченко, бывшего главы Национального банка Украины, завели уже уголовное дело и подали в международные розыски. Все это лишь за то, что Кирилл опубликовал данные о реальных печатаниях денег Зеленским и, конечно, о тех кредитах, которые сейчас вешают на Украину. А это была секретная информация, что в Украине сейчас просто сумасшедший госдолг, который просто невозможно физически выплатить. Именно поэтому мы сейчас видим даже вот международное преследование бывшего главы Национального банка Украины, который, как известно, представлен одной из групп международного олигархата, которая ближе к ФРС. Тем временем мы видим, как Турция начинает уже оплачивать за энергоносители в рублях, а в Одессе продолжаются языковые скандалы, потому что, знаете, люди, которые разговаривают на русском языке в Одессе, то это с точки зрения Зеленского, это люди, которые вот второго сорта. И даже вот табличек на русском языке в Одессе быть не должно. И на этом фоне сейчас между украиноязычными и русскоязычными украинцами сейчас идут серьезные конфликты.
А на Западной Украине в Ужгороде снесли нацисты памятник воинам Красной Армии, освободителям от нацизма региона. И здесь просто вот такие вот события, они нам напоминают о том, что борьба с нацизмом — это очень и очень серьезное дело. И победа там сейчас еще очень и очень далеко. И всех вот этих людей, безусловно, нужно привлечь к ответу. И, конечно, сейчас не время расслабляться и впадать там в уныние, в депрессию, а все-таки нужно сейчас максимально собраться и делать все возможное для того, чтобы все-таки довести ситуацию до реальной победы. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там гораздо больше вам информации можно предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого.